Добрый день, в эфире новости, в студии Джангл-Мырза Дюйшенбекова. Поиски погибших под оползнем в селе Аю Узгенского района дали новые результаты. В МЧС сообщили, что накануне вечером были обнаружены еще 3 погибших. В 17:40 найдены девочки 2003 и 2007 годов рождения, а спустя полчаса юноша 2000 года рождения. Ранее 30 апреля спасатели нашли тела 2 детей и молодой девушки. В минувший вторник погибших 39-летнего мужчину и 4-летнего мальчика. К сегодняшнему дню в целом под обвалившимися тоннами земли из 24 человек найдено 8 жертв. Опасная ситуация со сходом оползней сохраняется еще в 2 местностях южных областей. Это город Майлюсу, где на участках Шорбулак и Бабаата накануне была зарегистрирована активность земляных масс. Под угрозой оказались 47 домов и участок дороги в 5 километров. Объем надвигающегося оползня может достичь 2 миллионов кубометров. Местных жителей переселяют к родственникам и в палатки. На сегодня их там уже установлено более 40. Временным пристанищем палатки также будут и для жителей Аильного аймака Кабылан-Коль Алайского района. Там из-за опасности схода оползня свои дома покинули 14 семей. Природные катаклизмы, произошедшие с начала этого года, унесли уже в 10 раз больше людей, чем в предыдущие года. Об этом сегодня в парламенте сообщил вице-премьер-министр Джемиш Разаков. За 4 месяца по стране произошло более 2000 природных и техногенных катастроф. В них погибли уже 100 человек. Для сравнения, в прошлом году число жертв не превысило 10. Между тем, еще 3645 семей до сих пор проживают в опасных районах, где их жизни угрожают оползни и сели. Большей части уже выданы участки в безопасных местах. Судьба еще более 700 остается нерешенной. Между тем, оползни не единственная напасть, которой подвергаются территории нашей республики. За минувшие сутки Кыргызстан сотрясало 5 раз. Эпицентр, напомним, находился в районе кыргызско-таджикской границы. В результате землетрясений в Чунгалайском районе в селе Карамык пострадало 24 жилых дома, а также несколько социальных объектов. Их состояние признано аварийным. В одном из сел пострадал местный житель. Его придавило стеной. Около 100 овец пали под камнепадом. Успела добраться до Турции, но силами ГКНБ не оказалась в Сирии. Сотрудникам комитета удалось пресечь переправку молодой кыргызстанки, которая была завербована членами международной террористической организации и вместе с ребенком намеревалась вылететь в зону боевых действий в Сирийскую Арабскую Республику. ГКНБ устанавливает лиц, причастных к вербовке гражданки. Сама она в настоящее время отправлена к родственникам. Алмазбек Атамбаев сегодня принял секретаря Совета безопасности республики Темира Джумакадырова. Главе государства доложили о состоянии национальной безопасности и мерах, предпринимаемых для укрепления обороноспособности страны. Темир Джумакадыров рассказал президенту, с помощью каких мероприятий идет борьба с коррупцией в министерствах и ведомствах, а также как продвигается реформа правоохранительных органов. Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что кроме необходимости повышения эффективности работы милиции и реформ в армии, секретариату Совета безопасности также нужно обеспечить четкую координацию деятельности органов, отвечающих за безопасность на дорогах, так, чтобы снизилась аварийность и, как следствие, смертность. 240 миллионов долларов займа списаны разом. Это очередная часть долга, которую Кыргызстану обнулила Российская Федерация. Общая задолженность, которую Россия согласилась списать нашей республике, составляла 500 миллионов долларов. Своим распоряжением премьер-министр России Дмитрий Медведев обнулил остаток из обговоренной суммы. Списание долга произошло в рамках официальной помощи развитию Кыргызской республики. Для развития туризма в Кыргызстане нужно легализовать марихуану. Такой вариант привлечения иностранных гостей предложил председатель Национального банка. Такую идею глава финансового регулятора озвучил в ходе обсуждения направления развития туризма на заседании по разработке национальной стратегии. Понятно, что идея с марихуаной была сказана в шутку. Эксперты говорят, у Кыргызстана есть гораздо более выигрышные направления. Но только для развития любого из них стране нужно решить целый ряд проблем. Это как рекламировать
рекламирование страны на международном уровне, так и организация рейсов для иностранных гостей. И это далеко не полный перечень проблем туристической отрасли. Игорь Потанин расскажет подробнее. Как развивать туризм в Кыргызстане, государство не может решить давно. Были разные варианты. Пытались рассказать о стране через канал Discovery, даже разрабатывали стратегии с продвижением различных туристических завлекалок, наподобие страны Санта-Клауса. Однако все эти проекты оказались провальными. Во время недавнего обсуждения национальной стратегии председатель Национального банка страны заметил, что нам сложно конкурировать с международными курортами. А значит, нужно по-настоящему заманчивое предложение для иностранных туристов. Как один из вариантов, Толкунбек Абдыгулов предлагает легализовать марихуану. Вы же сейчас живете в нашей среде, сейчас кыргызы ездят больше в Турцию, чем на Иссык-Куль. Билет в Стамбул и обратно $300, 7 дней проживания, 6 дней плюс питание. С кем вы собираетесь там конкурировать? Надо более фишку. Я бы посмотрел, как сделать туристический рай, да? Если вы неолибералисты такие, то ставьте такие фишки, которые Я знаю, как привести сюда всех туристов. Легализуйте марихуану, все. Ничего не надо делать, у вас пачками, все, СНГ будет здесь у вас. Мест ни в гостиницах нигде не останется. Вот это фишка. Понятно, что ни о какой легализации марихуаны не может быть и речи. И свое предложение глава Национального банка озвучил больше в качестве шуточного примера. Но то, что фишки Кыргызстану действительно нужны, в департаменте туризма понимают. Способов завлечь туристов в Кыргызстане много. Осталось реализовать задуманное. В Кыргызстане фишка туризма – это горы. В Кыргызстане фишка туризма – это озера, реки. Фишка туризма – это может быть Великий Шелковый путь. Он стал неким большим брендом. Мы можем вклинуться туда на сегодняшний день. Большим брендом может стать в Кыргызстане – это наша богатая культура. Новый тренд в сфере туризма – сейчас смотреть новые места, там, где развита глубинная культура, и туристы осматривают такие места. Говоря о том, что все у нас есть, и на это не едут туристы, это тоже неправильно. Просто нам нужно показать эти фишки миру. Мир еще не знает эти фишки, то, что у нас находятся такие. Поэтому, если мы хотим больше туристов, если мы хотим массовый приток туристов, тогда нам нужно ее показать массе. В этом отношении, мне кажется, на сегодняшний день заключается загвоздка туризма. Эксперты говорят, одних только фишек недостаточно. Для развития туризма необходимо решить множество проблем, которые остаются нерешенными на протяжении уже многих лет. Среди них есть вопросы, которые просто жизненно необходимы. Однако чиновники на всех уровнях не хотят замечать важность проблемы. Как приехать в Кыргызстан? Проблема приезда в Кыргызстан. Даже от наших ближайших соседей тоже проблема. От наших соседей казахов к нам приехать проблема, вы знаете, это проблема, связанная с переходом границы, проблема с нашими ГАИ, другие проблемы. Проблема, допустим, из Сибири, недостаточное количество рейсов. Проблема из дальнего зарубежья, то же самое, к нам самолеты не летают. Как решить эту проблему? Мы много раз говорили на разных форумах, встречах с правительством и так далее. Если проблему не начать решать, Кыргызстан может потерять и тех туристов, которые уже были в Кыргызстане. Даже прошлогоднее затишье на курортах Египта и Турции не увеличило приток иностранных гостей. Отдыхающих разобрали другие страны. Сейчас, после того, как ситуация с курортными зонами в мире нормализовалась, нашей стране нужно усилить работу, чтобы сохранить отрасль. Игорь Потанин, Манас Бакешев, НТС. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире.